И я вот просто хотел спросить, вот, поскольку вот тут молодые ребята сидят, да, получается, что сейчас у нас в России востребованы профессии индустриального общества, да, как милиционер, врач, механик, да, таким образом. Если человек получает профессию, предположим, да, дизайнера, да, то есть, или там компьютерную что-то технологию, он должен для этого уехать в Америку, где, в общем, там больше получает зарабатывать. То есть, получается, мы действительно, вот, по вашему мнению, уже совсем отстали, да, от информационного общества, или еще есть какие-то возможности? Я вообще не так это вижу. Начнем с того, что когда мы говорим о постиндустриальном обществе, говорят, вот огромное количество людей в сфере услуг и большое количество людей, которые занимаются так называемым нематериальным трудом или другое, развивают то, что еще в 70-е годы кто-то из советских экономистов, по-моему, Марат Чешков, назвал идеальные производительные силы. Но это разные вещи. Так вот, понимаете, если говорить о людях, которые занимаются нематериальным трудом, то на самом деле в каком-нибудь средневековом городе уже в каком-то смысле было построено постиндустриальное общество. Понимаете? Индустрии нет, ее еще не изобрели. При этом куча народу занимает сферу услуг. Причем какими-то вот вещами, например, они сидят и переписывают книги от руки. Да? Кстати, заметим, книги от руки переписывали даже тогда, когда уже Гутенберг изобрел книги печатные. А в ряде случаев продолжали руки переписывать. Так вот, понимаете, какая штука? Чем, скажем, эти переписчики книг средневековые, или там, я не знаю, специалисты по теологии, например, да, отличаются от наших вот современных, там, не знаю, политологов ли, или наоборот, там, не знаю, программистов, которые занимаются писанием каких-то программ, которые, в свою очередь, на самом деле нужны только потому, что востребованы программы вообще, да, то есть эта программа реально промка, с нее может никого не быть, но раз у нее есть заказ, она будет писать, правильно? А для чего эта программа, может, она вообще не нужна, да, то есть она обеспечивает некую транзакцию, которая стала необходимой только в условиях специфических отношений, а эти отношения завтра изменятся, эта программа будет не нужна. То есть она не обслужит реальный процесс производства общества. А что касается как раз учителей, врачей и так далее, то это как раз самые, что ни на есть, постиндустриальные специальности, потому что на самом деле, если мы видим перспективу социального государства как систему, которая первоначальной своей и важнейшей задачей ставит обеспечение воспроизводства общества, то как раз там понятно, что нужно много медиков, нужны ученые, которые занимаются той же самой медициной, да? Нужны инженеры и, кстати говоря, промышленные дизайнеры, которые придумывают то же самое новое медицинское оборудование и так далее. Но если мы ставим задачу, например, продлевать продолжительность жизни, целый сектор экономики создаем на этом. Вот если реально к этому подходим, не то, что вот хорошо бы у нас там показатель смертности понизил, сами ставим такую задачу. Это сектор экономики, это масса рабочих мест. Вот. Но теперь по поводу индустриального, постиндустриального общества вообще. Два момента, скажем так, две темы. Первое. Понимаете, когда победила индустрия? Когда победила индустриальная революция? Она победила не тогда, когда начали производить много промышленных товаров. Индустриальная революция победоносно завершилась в тот момент, когда само аграрное сельскохозяйственное производство в индустриальных странах стало тоже частью промышленности. То есть, когда промышленные технологии пронизали сельское хозяйство. До этого оно было патриархальным, примитивным, на ручном труде построенным. И возникновение промышленности в городах на первых порах ничего здесь не изменило. И в результате возник очень серьезный кризис. Вот как раз первые кризисы капитализма были связаны с этим, что промышленность уже стала, собственно, индустриальной в современном технологическом смысле. Города стали индустриализироваться, пусть паровая машина еще, да? А сельское хозяйство оставалось традиционным. И оно не могло никакой спрос предъявить на эти машины, ни продукцию произвести достаточное количество, не высвободить достаточное количество рабочих рук. Так вот, постиндустриальное общество или информационная революция победят тогда, когда сама промышленность будет пронизана новыми вот этими постиндустриальными технологиями.
А на самом деле сейчас мы имеем как раз откат, обратный процесс, как я говорил, что роботов заменили китайцы. И, кстати говоря, опять же, если мы посмотрим на историю индустриальной революции, мы такого же рода откаты, такого же рода отступления можем видеть на периферии, особенно мирового капитализма в плане индустрии. Да? То есть время от времени возникали ситуации, когда, скажем, по крайней мере, в сельском хозяйстве примитивные формы труда возрождались. Простейший пример – да, крепостничество в России. Крепостничество в России – это же не наследие Средневековья. Крепостное право окончательно было зафиксировано уважением 1649 года, простите. А причем это было связано, опять же, с кризисом, другим кризисом. Это кризис 17 века, который породил, среди прочего, английскую революцию. То есть на периферии системы происходил откат к более отсталым, более примитивным формам эксплуатации. Причем не только в России, да, это относилось к восточной части Венгрии, это относилось к Польше, и в это же самое время в Америке возникает рабство. Что такое рабство? Это же не наследие античности. Какая античность в Америке? Это новое явление, да? То есть это откат к более примитивным формам эксплуатации. И потом уже только в середине 19 века обнаружится, что это тормозит в конечном счете развитие индустрии. То есть индустриальная революция спотыкается. И я считаю, что на самом деле перспектива как раз постиндустриального общества стоит в реиндустриализации. Я не случайно говорил о индустриальной гонке. Но какая реиндустриализация? Реиндустриализация на основе новых технологий, пронизанных уже технологическими идеями информационного общества. Соответственно, вы получаете очень высокий уровень производительности труда другого работника, когда, собственно говоря, один из возможных вариантов стоит не в том, чтобы загнать людей обратно из университетов в среднюю школу, ну, условно говоря, в ПТУ, да? А сделать такое производство, которому нужны рабочие с высшим образованием. Ведь нигде нет закона, который запрещал человеку с высшим образованием работать на рабочей специальности. Ну что говорят, а народ слишком образованный, не хочет работать вот там руками, да? А можно сказать по-другому, давайте дадим такие рабочие места, где у людей будет потребность использовать знания, причем даже непосредственно на производстве, даже на самых низовых уровнях. Поэтому я думаю, что здесь нет противоречия такого, что вот мы либо индустрию создаем, либо вот построим, значит, какой-то Сколково, не дай бог. Потому что, ну, Сколково это отдельная история, когда люди пытаются в 21 веке имитировать то, что было сделано в 70-е годы 20-го. При совершенно других обстоятельствах. Я привожу примеры. Говорят, ну вот у американцев же удалось там, в Кремниевой долине, правильно говорю, а китайцам вот в древности удалось границу свою защитить с помощью Великой Китайской стены. Это значит, там надо теперь китайскую стену имитировать вдоль наших границ, да? Или каким-то другим способом защищать. Вот, когда там совершенно другие технологии были, другие правила, другие отношения, да, когда создавались Кремниевую долину. То же самое со всеми этими инновациями. Нам не нужны инновации ради инноваций. Нам нужна такая реиндустриализация, которая одновременно создаст мощнейший спрос на инновации, на науку, на информационные технологии и так далее. Но это уж, простите, пускай государство делает, потому что частный бизнес это делать не будет. К вопросу о социализме. Что значит спрос на социализм сегодня? Просто справедливость. Я в бешенстве прихожу, когда говорю, что социалисты это люди, которые за справедливость. Потому что справедливость это то, что общество сегодня считает справедливым. Вот у Стругацких в гениальном романе «Понедельник начинается в субботу», там герой попадает, так сказать, в мир утопии. Попадает в вымышленное, ну, как бы, в вымышленное прошлое, вымышленное будущее. И вот к нему приходит, или он видит древнего мудреца античного, которому говорит: мы построили справедливое общество. И в этом обществе у нас даже у самого последнего землепашца есть не менее 3 рабов. Понимаете? Вот что такое справедливость. Да? Для античности вот это справедливость. Понимаете? То есть справедливость это очень условная вещь, она меняется вместе с обществом. А вот в данном случае, когда мы говорим о социализме, например, что имеется в виду? Чтобы непосредственно общественные, совместные, совокупные потребности общества непосредственно становились, опять-таки, приоритетом
которые реализуются государством, общими силами. Да? Почему нужна общественная собственность? Не потому, что он просто вот, там, взять и поделить. Да? Делить нельзя вообще. Если поделить, то это уже не частное, это уже не государство, опять будет частное, кстати. Взять и поделить, это чисто буржуазная идея. Потому что опять частной собственности вернете. Да? Речь идет о том, что мы что-то берем в совместное пользование для того, чтобы решать общие задачи. Общественные, да? А не частные. Вот в чем проблема. И в этом стоит вопрос действительно то, что Россия, да, она нуждается в определенной социалистичности в своей политике, и в том, что есть вот эти общие задачи, которые не решаются.